Всем привет! Ну вот осень в Якутске настоящая. Смотрите, какая погода. Желтые листья опадающие, лужи, дождь. Всю ночь сегодня у нас, вторую ночь капал. Сегодня 17-е. Ну смотрите, дали, да? Какая красота! Вот она, золотая осень. Вот она, золотая осень. Вот так вот. Листья, лужи. Что еще надо для осени? По-моему, все. О, сколько нападало, сколько нападало. Ну, проходим через лужи, пробираемся аккуратно. Ну что, видно вот, видно последствия дождя, нормальные такие. Ну и здесь тоже. Ух, шикарно, шикарно. Вот такие большие лужи. Но ждем, когда они высохнут. Ждем, когда они, конечно, высохнут, потому что они никуда не уйдут. Тут стока нету. Будем ждать, когда все эти лужи высохнут. Ух, ветерок начался. Сейчас утро у нас. 8:30. Смотрите. Дороги вот такие вот. Так. Едут машины. Так, ну, мне надо вот сюда вот, в эту сторону. В эту сторону. Тут автовокзал рядом. Эта улица у нас Пояркова. Пояркова. Опять сегодня, я уже говорил, лил ночью дождь. Мне там интересное видео будет. Записал звук дождя, как он лил, поэтому отдельно выпущу видео. Послушайте, кому будет интересно. Там даже как вот этот АСМР получается у нас такой. Если поставите, то можете будет заснуть. Ох, как они тут. Ну, какие здесь колдобины, а? И дорога-то, в общем-то, новая, относительно новая. Вся уже испещрена. Вся уже испещрена. Ну, в воде-то уходить некуда, конечно, в Якутске никуда. Любой дождик, это, соответственно, вот эти вот лужи. Ну, а поскольку у нас такая погода довольно, такая погода, то все это сохнет довольно быстро. Ну и машины еще помогают. Машины еще помогают все это дело. Все этой воде уходить куда-то. И зато чисто у нас. Ух, тут сколько цветочков у нас, а? Понасажено возле поликлиники номер 2. Вот она, золотая осень. Гуляем с вами с утреца. Просто посмотреть на все. Так, здесь у нас 202 какой-то калибр. Магазин. Большой такой. Ну и заходим. Вот это 202 микрорайон. Сейчас мы немножко погуляем. По нему побродим. Кто здесь живет или жил.
может посмотреть. Так, здесь какой-то дантист. Ганза. Ложки. Ложки. Вот какие ложки. Хорошие довольно. Так, наверное, я туда не пойду. С этой стороны вот там мясной двор. Пожалуйста, пристроечка. И тут еще более-менее так. Вода стекает, поэтому сухо ходить довольно. Здесь продают фрукты уже с утра. Смотрите, уже в 9 часов начинают торговать. Мясо из Бурятии. Ух ты. Говядина бентровинового от Курма. Смотрите-ка. Из Бурятии. Ну, и тут тоже фрукты. Интересно. Фрукты, овощи. Салон Чародейка. Вот здесь у нас такой 202 микрорайон, 6 корпус. Парикмахерская Чародейка. И вот такие вот ложи. Воробушки. Смотрите. Клюют что-то. Нашли же, а? Найдут же. Куда-то пришли мы. Забор большой такой. Интересно, здесь вот проход. Вот такая лестница через теплотрассу. Раньше у нас теплотрассы вот эти вот бетоном как бы такие плитами делали, а сейчас просто вот так вот ложат и все. Так. Что за будка такая интересная, непонятная. С надписью. Ну это трансформаторная подстанция, все ясно. А это водонапорная, да? Нет, там сейчас у нас находятся антенны сотовой связи. Я так понимаю. А здесь вот что-то было. Представляете, что-то было здесь. И убрали. Какие-то баки, наверное, что ли, стояли. Ух ты, это интересная какая конструкция. Переход со здания в здание. Вот такой вот. Оригинальная, да? Чтобы не бегать по улице, вот так вот сделали. Ну, гаражи, само собой. Так, вот такие вот делали эти. Кстати, а что мне на нее залезть, да пойти? Сейчас я по ней пойду. Что мне стоит? Вот таким вот образом. Удобнее, кстати. По этим лучше идти. Еще одна антенна башни. Значит, сотовый оператор там располагают. Ух, они брякают как. Приходится таким вот образом шлепать. По ним на них наступая, они неровно. Вот такой вот звук. Так, Сахапродукт вот здесь вот магазин. Не магазин, а киоск. И вот мы выходим на какую-то улицу. Какая-то улица. Так, мне надо туда. Он, кстати, закрытый. Так, переходим по таким вот переходам. Так, Шаурма Экспресс. Строили они. Со скольки они? До 9 работают. Еще закрыто. Может, вообще не работает. Все, проходим. Да, тут, конечно, подтопило капитально. Ух. 202. Идем вперед. Так, корпус 16/1. Что здесь? Налог-сервис. Идем. Такие переходы здесь на 202 микрорайоне. И тут, кстати, станция медицина катастроф. Вот это вот здание. Так, ну уже вот тут по суше. По суше вот это вот станция медицина катастроф. Ну и здесь вот эти дома.
КПДшные. Они, по-моему, 121 или как серия называется их. Такие более просторные, чем обычные КПДшки. Вот эти вот. Ну, тут гаражи были, куда-то их поубирали. Хотя место вот тут можно, в принципе, поставить. И заезд здесь хороший, такой удобный. Мамбеты, мамбеты. Кто такие мамбеты? Пишите в комментариях. Так, тут даже видим какие-то теплые гаражи настроен, ряд целый. Так, ну и все, проходим дальше. Букваренок. Ох, тут у них площадка, смотрите, новая, что ли, спортивная. Букваренок. А вот федеральная налоговая служба. Здесь вот это вот. Кому налоги платить? Вот сюда вот на 202. Что вот. Дальше идем по 202. Хорошие такие. Лужи, цветочки. Ну, все как обычно. Деревья, березки пожелтели уже. Проходим вот через такой переходик. Тут смотрите, какие рисунки на стенах. О, глянь, да? Хорошо нарисовано, кстати. Вот так бы везде рисовали, да? Такие лица вот. Видите? Нормально, да? Нормально, так культурно все. А для нас них не сделают. Тут что? Мама Гата. Мама Гата. Что за мама Гата? О, три друга алкаша, да? Пили самогонку и допили. Короче. Все. Вот это вот улица у нас Хабарова. Пересечение. Вот это вот на 202 микрорайон, которая. Так, кто-то меня просил поснимать улицу Богатырева, по-моему. Ну, сейчас мы сюда вот свернем и ее поснимаем. Хотя она вон оттуда начинается. Ладно. Дворники едут убирать, грести. Ну и мы тоже топаем вот по этой бетонной дорожке, забетонированной. Странно, вот этот мусор его почему-то не убирают. Дворники прошли мимо. Видать, это не их участок. Какие-то будки здесь стоят интересные. Чья такая будка? Там она, кстати, вся мусором заполнена. Кошмар просто. Куча мусора. Ужас. Да, что-то тут явно. Смотрите, пакеты с мусором, да? И все раскидано. Железо какое-то лежит. Трубы. Это кошмар, да? Смотрите, повыкидывали. Что творится? Дворники вон там идут. Но это, понятно, не их участок. Смотрите, какое здание красивое. Такими цветными. 3 цвета, да? Приятные такие пастельные тона. Так, а здесь у нас магазинчик какой-то. Якутский хлебокомбинат. Продукция ЯХК. О, у них тут хорошо хоть сделано переход. Цветочки посажены в горшки. Вот стали в горшки цветочки садить. Вот их магазин. Аккуратненький такой. И рядом еще 24-часовой какой-то магазин. И тут пивас, разливас. Пивас, разливас. Так. Кто-то недавно выступал, я смотрел. Ох, Хабарова 23/2. Вот этот дом выступал. А там что за здание? Росавтодор. Вот
вот это вот большое здание Упрдор Вилюй. Федеральное казенное учреждение. Ага. Так. Оба. Пришли. Так, не, наверное, я туда не пойду. Что-то там уж слишком лужи большие. Смотрите, машины пробираются. Короче, про пиво. Какой-то видный деятель российский, медик или кто он сказал, что оба-на, пиво вреднее, чем водка. Потому для мужчин, потому что в пиве какие-то женские гормоны. Те, кто много пива пьют, мужчины, у них ожирение, там то все. И вообще это пиво не пиво уже, а пивной напиток. О, блин, наступил. Ведь мусор. Пивной напиток. Так, вот там вот улица Богатырева у нас. Вот здесь чистят. Так, давайте-ка мы отсюда пройдем. По этим закоулкам. Посмотрим. Тут как у них прикольно. Смотрите. Дом и сваи уже. И тут вход в подъезд. Оригинально, да? Тут же можно машину, тачку поставить. Ух, а здесь, смотрите, шлагбаум. Даже шлагбаум. Это вот на эту территорию, то есть вы не проедете. Так, а здесь проходим вот эти дома старенькие. Библиотека, смотрите. Здесь библиотека у нас. Проход и упираемся в лужу. Вот тут можно пройти где по бокам. Кстати, смотрите, у них библиотека, режим работы. Ё-моё. 3 для души досуга библиотека. И смотрите, к ним какая эстакада, заезд для маломобильных граждан. Так, редакция газет, оказывается, здесь эхо столицы. Это городская газета Кингорд. Так, о, пришли, смотрите. Пум-пум-пум. Хорошо, вот есть все-таки бордюры, да? Бордюры, которые нам с пользой только. Так, вот здесь когда-то был какой-то ресторан «Маяк», или как он назывался. Сейчас здесь мини-гостиница. До-до. Интересная какая-то мини-гостиница. Она где тут? Так, ну вот тут типичный такой дворик. Кстати, хороший довольно. Смотрите, у них площадка там футбольное, поле целое большое. И здесь вот, смотрите, качельки, все, что надо. Так, вышли мы на Богатыреву улицу. Вот это институт водного транспорта или речное училище его все называют. Вот это у них предстрой спортивный. Сразу же здесь школа. Номер что-то подзабыл. Напишите, если кто помнит, как номер вот этой школы на улице Богатырева. Ну, еще такая типичная советская постройка. Стандартная, но удобная она. Ух ты, тут что-то отваливается у нас. Ё-моё. Так, кто-то кресло положил. Так, тут, конечно, все хорошо, но что-то не доделали. Смотрите. Что-то не доделали. Товарищи, что-то не доделали. Ух ты. Этот еще, смотрите. СССР, Госнаб СССР. Контейнер такой маленький. Тут какой-то на нем, чтобы убрали, видать, предписание мэрии. Потому что их ставят где попало. Вот такие вот. Ух ты, у этих даже столицы, вон видно, да? Их столицы, у них даже решетки свои наварены. Так, а я здесь пройду вообще? Куда я иду? Непонятно. Дворник метет лопатой. Ой, с этим, не лопатой. Так, как нам тут пробраться осторожно. Главное, на доску с гвоздями не наступить. Будет нехорошо.
медслужба проезжает. Какая-то серенькая. Вот эти дома по улице Богатырева, кстати. Кто хотел посмотреть на них, вот, пожалуйста, смотрите. Все для вас. Так, дальше проходим такими вот незатейливыми тропками. А что по дорогам идти? На дороге все видели, а вот эти вот места, смотрите, тут спортивные турники, вот эти вот, как для гимнастики, да, ползать, всякие разные сооружения, тренироваться, легкой атлетики, гимнастики. Вот и наши ворота. Вон тренажерчик, такой качели, да, вдвоем надо стоять. Так, куда это мы вышли? С этой стороны справа гаражи теплые. Молодость все простит. Нет. Видите, что меня тут кидает немножко, но по камням идем, вот таким вот камни. Здесь лужа. А так вот пройдем, нет? По-моему, нифига не пройдем. Или хотя тут люди ходили, в общем-то. Как они ходили? Как-то же ходили. Я вот хочу пройти к этому. Так, наверное, посюда они ходили. Тут куча металлолома. Где валяются. Никто их. И вот такие домики здесь по Богатырева. Не знаю, как номер дома, но прямо напротив. Вот тут собачка у нас бегает. Ё-моё, она меня не покусает. Привет, ты чья такая? Даже не знаю. Гуляет, наверное, что ли. Вот такие домики. Я вчера, кстати, стримил вечером. И посмотрел видео. Что-то плохо совсем получилось. Качество. Вот этот домик, наверное, каких годов-то? 50-х. Постройки уже такое все черное. Вот березки тоже такие же древние. Тут у них, пожалуйста, вот эти вот сеткой рабицы огражденные места. Так, дальше идем еще один дом. А этот вообще из бруса нетесанного, да? Как бы вот этот брус тесанный, то есть ровные такие, видно, да? А у него грани этот нетесанный брус. Вот там лестница на чердак есть даже. Березки, смотрите, какие шикарные палисаднички у них здесь. Что-то даже растет. Ух ты. Что-то вон белье, веревка сушит. Выбираем. Сегодня выборы, кстати, начинаются. Здесь, о, смотрите, у них вообще шикардос. Да, вот такая вот история здесь. Смотрите. Ну это еще тут ровненькие домики. Немножко пройти. У нас не курят. Смотрите. Так, шепотом буду говорить. Вот эти вот почтовые ящики старинные такие еще, советские, для почты. И вот здесь 4 квартиры. Курение запрещено. Лампочка, свет. И вот туда наверх. Смотрите, лестница наверх. Ну ладно, выходим. Ух ты, у них тут даже коврики, какой-то образцовый подъезд. Вообще оригинально, конечно. Вообще оригинально. Ну вот есть люди, которые ухаживают за своими домами. У них тут, кстати, я смотрю, тут кладовки пристроены. Раньше так пристраивали кладовки. Вот у них здесь, то есть в каждой квартире такая кладовочка выделялась, чтобы как бы скарб свой не хранили. Вот такие кладовочки. Кто-то себе даже он большую под машинку построил. Ну вот верно. Так, вот она улица Богатырева, то, что от нее осталось. Ух ты, у них тут посажена какая-то. Это, по-моему, черная или красная смородина, что-то такое, мне кажется. Вот. Ну, старые люди живут, что делать им на пенсии. Вот
пожалуйста, ухаживают. Ну, дом уже, смотрите, он уже под землю провалился. Под землю провалился дом. Ага. Так вот, трасса тоже вот подходит к нему, но что-то не заделали. Уже сентябрь месяц сегодня, 17-е. Не заделали почему-то. Так, с этой стороны здесь КПДшечки стандартные. Ох. Вот тут был дом когда-то, но его, похоже, все снесли. И машина вот такая вот стоит. Это что, Жигули у нас, да? Жигули. Какая картина печальная. Все ее раздорбанили. Все раздорбанили. И вот еще одна. Смотрите, по Богатырева стоит у нас домик. Но он, видно, покосился даже. Покосился. Куда-то на бок. Такой, не на бок, он по центру просел. Те, кстати, вчера во время стрима снимал, кому интересно, может посмотреть, как это все выглядит. Кладовки какие-то с мусором. Там мусор, смотрите, у них мусор. Кошмар. Все это, по идее, надо сносить. А здесь у нас такие вот это туалет, обитый профлистом. Вот такой вот домик. Ой. Так, и нам надо на Богатырева уйти. Еще дальше. Это мы идем. Вот этот пес опять меня встречает. Пес Барбос. Так, обойдем его. Не будем. Так, а здесь что у нас? Тоже еще один дом двухэтажный, старенький. Из бруса. Как в старину был. Такое вот здесь все. Так. Опс. Здесь что-то было, сгорело. Ну и вот здесь вот есть проезд, проход к этому дому КПДшному. Ну ладно, мы туда не пойдем. Там особо снимать-то нечего. О, это помойка старая какая-то. Или что это такое? Это помойка. Вот здесь выгребная яма. А тут уже люди не пользуются. Ну вот такие места. По сути дела, это надо все засыпать. О, здесь какой домик примостился вообще. В затаении. На Губина. Это уже губинские дома. Смотрите. И забор такой древнющий. Древнющий забор. Там, подойти поближе, удастся, нет? Запечатлеть этот шикардос. Ух ты! Смотрите, прямо в центре такой дом барачного типа какой-то. Но смотрите, уже он в земле полностью. Там постройки какие-то интересненькие. Ладно, идем. Тут вообще первый раз не ходил вот этими местами. Да, тут невозможно, по-моему. Так, трансформаторная подстанция. Что-то как-то надо кругами все это дело обходить. Так, я еще видел, по-моему, тут какой-то домик интересный довольно-таки. Хороший забор, кстати. Не видно, да? Так. Там что-то видно? Не видно. Вот так вот. О, что мы здесь видим? Так. И выходим здесь такими трубками. Проходим. Здесь шикарный, конечно. Кто-то гараж влепил. Смотрите, как все забетонированное основание. Все
поднимающиеся ворота. И вот здесь вот эта избушка, домик. Кто-то сушит свою одежду. Люди здесь живут. Все тут такое покосившееся. Вот эти заборчики. Такое вот оно все. Вот такое. Ну, окна пластиковые, как мы видим. То есть люди цепляются, пластиковые окна люди тратят деньги на пластик. Так, вышли вот сюда вот. У них здесь какой-то свой двор. Вот у них площадка, но, видать, это на пару домов все рассчитано. А это что за агрегат? Вот это, по-моему, раньше были эти сварочные, да, какие-то агрегаты. Не компрессор, это компрессор, который вот долбит землю, такие вот, знаете, да? Компрессорные есть. Бу-бу-бу, колоть это асфальт там и так далее. Что-то. Дворик печальный такой, унылый. Ну, здесь мест много, вот это все надо сносить, конечно, и тут построят большие высокие дома. Но пока опорный пункт, вот это, кстати, опорный пункт, знаете, это раньше ДНД было, по-моему, здесь опорный пункт был. Лестница какая, видали, да? Туалет у них тут свой, вон выгребная яма рядом. Ну, близко не буду подходить. Насколько можно близко подойду. Вот сюда вот люди помойки свои выливают с этого дома, видать. Потому что дом у них не благоустроенный. То есть там нету этого самого, господи, туалета. Туалета им приходится все вытаскивать на улицу. Ну, надо, конечно, поснимать такие вещи. Потому что снесут, а вот этот дом вообще сгорел. Смотрите, сгорел. Но зато здесь вот такие гаражи построены. Опорный пункт, дом. Так, надеюсь, тут на меня собака никакая не накинется. Злая, призлая. Так, шлепаем. Ух ты, тут цветочки у них посажены красивые. Вот здесь вот люди ухаживают. Смотрите, лейки висят. Крашеные окна. Я даже тут не ходил, что ли, как железные двери. Обалдеть. Ну, дом опять, он, смотрите, в центре просел. Тут какой-то выгиб у него. Выгнуло. Решетки. Тут что, собака? Точно, будка. Да, люди не хотят, видать, отсюда уезжать. И он так относительно еще такой, как бы, хороший, но все равно фундамент повел. И ему, ну там, короче, все вот так вот косится, полы кривые. Еще один домик, даже по Губина я уже сошел. Здесь какие-то кладовки. Так, вон у них холодильник там зимний, дворики, машинки. Ну да, что жить вот в таких, в принципе, домах. Вот этот, кстати, ровный дом. Нельзя сказать, и у него хороший полис. Вот этот, как он называется. Набивают его еще внизу. Смотрите, а тут как сделано. Раскрашено прямо все. Какая-то рябина или что растет. Цветами какими шикарными. Улица Губина. Так. Все, ладненько. Все что-то в одном тоне раскрасили. Так, ладно, проходим дальше. Мы выходим на улицу Губина, ну и сейчас моя задача туда перейти дорогу. Перешел дорогу. Так, пока вот отсюда идем.
оттуда я не стал идти. Тротуар, ничего интересного нельзя там увидеть. Ну, конечно, сделали его. Там плиточку положили. Сделали перил, там заборчик. А мы с вами вот посюда лучше пойдем. Кстати, вот здесь вот напротив, там, по-моему, бомбоубежище у нас. Сюда пройти. Ой, как тут. О, пролазим под теплотрассой. Кто любит такие похождения, ставьте лайк. А тут труба лежит не приваренная. Так, как ее обойти? Вот так вот обойти. Ее недавно положили, еще полностью не заделали, не укрепили. Так, вот тут вот, короче, это озеро. Кстати, тут выкошено, смотрите, трава. А я хотел вон туда пройти. Видать, не удастся. Озеро Губина, что ли? Вот Володя Губина. Вот эти вот постройки. Видно, да? Железобетонные. Вот там он. И вон там тоже. Это бомбоубежище здесь. Короче. Таким образом. Так, а мы с вами вот сюда лучше пойдем. Так. Покосили траву. Смотрите, а для чего ее покосили? Обычно тут такие камыши хорошие растут. Закосили. Может, кому трава нужна? Или что? Кстати, вот там вот боевая машина пехоты вон стоит. БМП, да? А вот там вот. Сейчас я приближу ее. Опс. Что-то слишком, да? О, нормально, да? Вот она. Ну, как памятник. Здесь, кстати, смотрите, вот это озеро Губина, оно вот так вот такое большое делается. Вот в этом месте как раз. Так, а нам надо туда вон пройти. Приходится перелазить. Ой! Главное тут ни на что не напороться, блин. Тут штыри прямо вот торчат. Штыри. Ну что, так, вот здесь такая ситуация у нас. Пойдемте посюда. Не всякие же люди могут походить вот таким вот образом. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Советника нет. Вот оно, озеро Губина. И вот тут мост, и через там уже, как говорится, продолжение этой улицы Губина. Ой, ё-моё. Да, что-то я хотел сегодня поснимать совсем чуть-чуть, а у меня получилось не чуть-чуть, а много. Так, ладно. Сейчас ныряем вот под эту теплотрассу, проходим. Упс. Главное тут не долбануться. Фух. Вышли. Так, я вышел, конечно. Тут у нас ждет неприятность. Так, тут надо будет, видать, перескакивать как-то, искать брод. Или вот посюда идти. Посюда. Ну, вот тальник наш любимый здесь растет. Тальника-то много здесь. Так, я, конечно, молодец, и как я там пройду. Мне надо как-то сюда нырять. Давайте сюда перепрыгивать нужно. Опс. Перепрыгнул. Так, и выходим вот сюда вот. Так, вот этот пив-бар какой-то здесь. Еще какие-то магазины. Всегда свежая, пенная. И стоматология тут же. А, вот эти вот дома Погубина. Деревяшечки. Вот там, где эти высокие здания стоят, тоже такие же были дома. Их снесли удачно и
Вот вместо них сейчас деревяшек. Какая красота. Ну что, вот она, Богатырева. Вот так вот. И мы дальше продолжим по ней наш поход. Мост. Вот, кстати, он через это Губинское озеро. Вот. Ну тут уже, вон, смотрите, кочки. Короче, уже тут его не озеро, а болото, скорее всего, так. И вот с той стороны продолжение этого водоема. А мы идем по такому красивому мостику с красивыми этими заборчиками таким красивым. Орнамент красивый. И сейчас я развернусь и мы с вами посмотрим, как он выглядит. Вот так вот. Такая арочная конструкция. Там, кстати, переход теплотрасс. Вот дальше улица Богатырева. Вот здесь вот дальше продолжается она. Она вот еще немного до того перекрестка и все с Дзержинского. И она кончается. Вроде бы, да? Если я ничего не путаю. Так. Ну тут давайте-ка мы с вами вот сюда вот нырнем, в эту сторону. Смотрите, какая мусорка чистая. Просто, видать, только убрали ее, что ли. Так, здесь мы видим вот этот проезд загорожен такой вот цепью. Шикарный. Смотрите, какая цепь. О, вот это я понимаю цепь. Какая-то с какого-то корабля, что ли. А отсюда, смотрите, какой красивый вид на Губинское озеро вот открывается. Да, здесь водоем более-менее нормальный. Там дальше он заполачивается. Вот тут, смотрите, кстати, интересно. Кресло кто-то вытащил, видать, он сидит здесь и смотрит вот на эту красоту всю. Так, ну ладно, дальше погуляем. Не хотел я, ну что уж, погуляем, давайте с вами походим. Пока у нас осень, тепло, потом придется уже бегать. А сейчас можно, не торопясь, походить, полюбоваться. Вот смотрите, осенней красотой. Скажите, да? Красотень. Ой, какая красотень. Такая березка вся пожелтевшая. Все-таки в осени много красивого. Кто бы ее не любил за непогоду, кто бы ее любил за непогоду, но есть определенный смак. Птички тут у нас щебечут. Щебечут. Какой-то спуск, что ли, вон туда вниз можно спуститься. А, и здесь у нас сквер. Рыжков Александр Александрович. Сейчас почитаем. Венок лежит. Павшим воинам якутянам в боях. 1632-2002 год. Это слава. Так. Сотрудникам якутской милиции погибших при исполнении служебного долга. А, вот понятно, это мемориал здесь. Проходим, гуляем. Кстати, хорошие места вот для гуляния. Скамеечки. Можно посидеть. Кстати, погода хорошая, не знаю, градусов 15, наверное, что ли. Но я иду, мне довольно комфортно. Не жарко, не холодно. Ну, я, в общем-то, двигаюсь, наверное, поэтому еще движение это греет. Ну, здесь вот это вот боевая машина пехоты, гвардейская, да? Гвардия, вот, видно, 771. Такая вот она. Здесь тоже можно посидеть.
Смотрите, как здесь красиво. Скамейки. Даже вот такая есть, как забор такой бетонный. Озеро, конечно, вот это, если его почистить, как-то его в русло какое-то, да, то будет довольно симпатично. Довольно будет симпатично. Вот будет место, где погулять, вот это, если озеро сделать, здесь в общем. Тут когда-то вообще протока была, до того, как построили дамбу. И вот здесь вот, ну, весной, когда паводок, тут, говорят, вообще поток был. И вот там вот затапливало всю ближайшую околоток во время паводка весеннего. Смотрите, какая красотища. Ну-ка вам скажите, кому не нравится осень? Наоборот, хорошее время, можно поспать подольше. В такую погодку, в теплой, уютной кроватке, под теплым одеялом. Так, вот. Вот она здесь, эта машина установлена. И мы спускаемся. Вот лестница, ступеньки, плиточка уложена. И здесь есть площадочка такая. Кстати, я знаете, что здесь не замечаю? Еще это из деревянная, да? Спускаться. Знаете, что здесь не замечаю? Так мы не пройдем. Так мы не пройдем. Здесь чисто. Знаете, от чего чисто? Может быть, сейчас не вижу я. Но, по-моему, здесь нету собачьих какашек, что ли. Вот мне так кажется. То есть, в общем-то, место для выгула собак самое то, но чисто. Почему-то у нас же собака любые воды, они обычно за своими собачками какашки не убирают. И после них вот в тех местах, где выгуливают, очень все загажено. Особенно это по весне наблюдается, когда снег начинает подтаивать. Ну и вот мы забрались на это вот бомбоубежище. Смотрите, тут какие. И тут мусор, помойка. Ё-моё. Но зато здесь кони ходили, видно. Вот это лошадки свое дело сделали. А вот это, кстати, смотрите, это же для собак. Вот это вот, чтобы их тут тренировать. Смотрите. Такие вот какие-то доты или что это. Заложили даже. Тут когда-то дверь была. Пруд. Заложен. Бомба написано. Вот это вот, видать, эти оттуда снизу идут вентиляционные шахты какие-то. Вот эти 2 или 3 их штуки здесь. А вот это заход или что это такое? Какое-то непонятное здесь сооружение. Вот такая конструкция. Да, там куда-то перила и, по-моему, куда-то вниз что-то уходит. Да. Упс. Проходим. Все тут исписано, разрисовано. Так, вот такое вот оно, ну небольшое, по сути дела, если вот это вот то, что насыпано, как бы, то вот это оно небольшое. Тут, конечно, сколько людей уместится, я не знаю. А на эту можно, кстати, у нас пройти по этой
конструкции. Смотрите. Ух. Как будто пирс, да? Это только моря нет. О, высоко. Ё-моё. Высотень-то какая, а? И отсюда вот такой вот пейзаж открывается. Кстати, вот самолет. Смотрите. Дайте мне его снять. Вон он. Полетел в Москву, Питер, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск. Ну, у нас во многие места самолеты летают. Так, ну что, вот такое вот сооружение непонятное. Ну, мы с вами идем дальше. Вот потуда я зашел. Сейчас посюда мы спустимся. Посмотрим. Ой, 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 ой. Ну скажите, некрасиво. Скажите, некрасиво. Очень даже красиво. Мне нравится осень. Ставьте лайк, кому нравится осень. Так. Шлепаем дальше. Кстати, можно вот посюда пройти. Туда не подниматься, а вот здесь вот по бережку. О, ё-моё, смотрите, сколько удобрения лежит. Кони ходили, лошадки. И можно вот посюда вот пройти спокойно. Даже можно здесь бегать, такая тропа как бы, да. Вот все. Машины здесь относительно далеко. Ну, не так здесь пыльно. Почему вдоль дорог лучше не бегать? Потому что там загазованность. Большая загазованность от машин. Выхлопные ядовитые газы. Все это пыль, песок. Все это воздух поднимается. И, соответственно, если этим дышать, то ничего хорошего не будет. Так, перелезть через эту оградку удастся мне. Удалось. Перелез. Вот здесь вот сквер открывается, мы по нему ходили. И вот это вот дальше улица Богатырева. А здесь что за постамент такой непонятный? Что-то тут хотели памятник какой-то. И ничего нету. Фундамент один небольшой. Тут, кстати, заезд. Вот это общежитие или что сюда? Смотрите, какой заезд плавный. Так, как бы узнать адрес этого дома? Вот точно. Улица Богатырева. Вот она. Здесь вот. Так что продолжаем идти по улице Богатырева. Кому интересно, смотрите. Ну, я не по самой, я вот по оградам хожу. По оградам. Так, здесь что у нас? Какие-то магазины. А вот это общага. Общага кому принадлежит, я точно не скажу. И вот это, по-моему, тоже общага. Вот такие, видите, да? Здания без балконов. Построены еще в советское время они, конечно, все. Здесь вот такие вот, смотрите, какие лавки. Ух ты! Еще Совет Юнион, по-моему. Что ли, чугун такой литой. Точно. Все такое массивное. Вот две их поставили как раз для куряк, чтобы удобно. И здесь детская площадка как раз. Да. По идее, места курения должны быть где-то отдельно. Вот от детских площадок в стороне. Заход в эту общагу. И здесь магазин у Богатырева. Вот он. Опять такой мелкий магазинчик. Там фрукты, овощи, еще что-то продают. И цены я не буду снимать, чтобы вас не шокировать. Велосипедисты.
Так, Богатырева 11/4. Так, ну, миссия моя, по сути дела, заканчивается по съемке этой улицы. Так, хлебокомбинат, о, машина. Лукошко, магазин. Цветочки, вот, смотрите, высаживают. Молодцы все-таки. Смотрите, как оно отделано. Ну да, нормально. Вот это новый дом. Угловой уже Дзержинского, Богатырева. А это Богатырева 11/2. Здесь высотный дом, он жилой. На первом этаже, конечно, там какие-то кафешки. И вот у него такая вот площадочка. Здесь куча великов припаркована, как мы видим. Но площадка новая. Ну вот и все, по сути дела, да? Там уже дальше, если идти через перекресток, сейчас я выйду, покажу вам, ну как это, улица Богатырева выглядит с улицы Богатырева, да? Вот. Вот она. Вот она, Богатырева. Он туда дальше идет до Стеллы, до площади Победы. Такая небольшая улочка. Ну, здесь Губинский пассаж видим. Сбербанк на первом этаже. А это дом быта. Все мы прошли. Все протопали. Поэтому сейчас мы с вами будем прощаться. Лужи, смотрите, здесь вот такие, чтобы как-то спроектировали, непонятно. То есть дом-то новый, да? Вот этот стекло и бетон. А спроектировали так, что вот, пожалуйста, топит, когда дождь, стекать некуда. И он даже там сток с крыши, что ли. И вот такие щиты приходится ложить. И здесь тоже. Ну да, это улица уже дом Дзержинского 16/4. Кофе-шоп компани. То есть все. Очень шумное место. Очень шумная улица. Ну вот, по сути дела, а там дальше уже улица Пояркова начинается. От Дворца культуры. Вот этого здания. Ну все. Всем пока. С предстоящими выходными. Выборы, чтобы вам проголосовать, конечно, успеть. Так что всем пока.